Жомоктор дүйнөсү. Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет: «Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка по сыру землю». Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять в лес. А козлята запрутся крепко-накрепко. Волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом: «Вы, дедушки, вы, козлятушки, отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла, молока принесла, полны копытцы водицы». Козлята ему отвечают: «Слышим, слышим, да не матушкин это голосок. Наша матушка поет тонюсеньким голосом и не так причитает». Волку делать нечего, пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтоб петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится: «Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю». Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала: «Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом, да не переберет всего, что я вам причитаю. Дверь не отворяйте, никого не впускайте». Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, постучался и начал причитывать тонюсеньким голосом: «Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю». Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке. Приходит коза, сколько ни звала, ни причитывала, никто ей не отвечает. Видит, дверь отворена, вбежала в избушку, там нет никого. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку, начала горевать, горько плакать: «Ох вы, дедушки мои, козлятушки, на что отпиралися, отворялися, злому волку доставалися». Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе: «Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать, пойдем лучше в лес, погуляем». Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку: «Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму». Стали они прыгать, коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили все живые, да прыг к матери, и стали они жить-поживать по-прежнему. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец!